Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Яна Зирадинишпековна и программа «Мой Кыргызстан». Сегодня в нашей программе я хотела бы осветить одну из очень интересных традиций, которая сохранилась, и несмотря на годы, одна из национальностей, которую необходимо, я считаю, на сегодняшний день осветить, это казачество. И у нас в гостях Гонахов Сергей Борисович, Есаул атаман, станица Новопокровка. Здравствуйте. Здравствуйте. И Шалаев Николай, старшина по кадетам казачества Семиречья. Все правильно говорю? Здравствуйте, добро пожаловать. Уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить родителям, вспомните те годы, когда мы играли в казаки-разбойники. Вспомните те действительно озорные годы, когда мы уделяли время у нас не было сотовых, у нас не было доступа к интернету, мы не знали, что это такое, и мы с удовольствием и с радостью проводили время с утра до вечера, забегая домой только пообедав, и то, когда может крикнуть мама, да, иди домой пообедать, или иди домой, уже холодно, дождь, ночь. Поэтому, вспоминая, как говорится, хорошо забытое старое, это прекрасное новое. И, возможно, именно после сегодняшней моей программы возродится традиция, что мы начнем уделять внимание воспитанию наших детей, особенно сыновей. Плачевна нынче ситуация в Кыргызстане. Вы видите, что молодежь она настолько поддается воздействием именно воспитания интернет, да, это распущенные волосы у мальчиков, ухоженный вид, я не знаю, да, ходят в салоны красоты. Мне кажется, что пора уже сказать стоп. И поэтому сегодня мы будем более подробно освещать именно казачество. Потому что, несмотря на годы, несмотря на войны и набеги, эта традиция, она осталась верна себе и до сих пор продолжает возрождать и напоминать среди своих уже новоиспеченных казаков. Они обучают их и передают, как в свое время вам передавали ваши родители, а им деды, вы будете передавать, получается, вашим детям. Поэтому я думаю, что мы должны привести в пример наши сыновья, будущие мужчины, которые должны возрождать и продолжать наш род, взяли пример с этой традиции. Поэтому более детально мы сейчас будем это освещать. Расскажите, пожалуйста, Сергей Борисович, про казачество, вот исконно, потому что я знаю, что сейчас люди, которые будут смотреть данную программу, не все знают. Вот единственное, что у людей, да, ассоциация с казаками, это вот, как я сказала, казаки-разбойники. Мы играли в детстве в нее. Расскажите нам подробно про вашу традицию. Вообще казачество зародилось достаточно давно, это 15-16, наверное, век. Вот, первые упоминания о казаках, когда появились, это запорожские казаки, это, потом часть запорожских казаков перешла на Кубань, это так кратко, что я более-менее знаю. Вот. И кубанские, донские казаки. Это вот кубанское и донское, это самые большие казачьи войска, которые были в России. Самые такие боеспособные. Вот. От них пошли другие войска, Оренбургское войско, там, Сибирское. И непосредственно наше Семиреченское казачье войско образовалась, по меркам истории, может быть, не так давно, порядка 150 лет. Значит, первые станицы в Семиречье казачьи стали появляться в 1845-46 годах где-то, 40-х годах. Вот. И само казачество было выделено из сибирского казачества, то есть 9 и 10 сибирские полки казачьи были приведены в Семиречье и были названы первым и вторым семиреческими полками. В 1867 году указом царя было образовано Семиреческое казачье войско. Вот, с тех пор как бы мы вот на данный момент, возрождая эти традиции, поскольку много утеряно, после 20-х годов прошлого века казачество семиреченское как таковое перестало существовать, потому что казаки вообще выполняли функцию
пограничной стражи, до того, как в Российской империи вообще появилась пограничная стража. То есть казаки это первые пограничники всей Руси, Российской империи, так сказать. Вот как-то и живя определенным укладом, определенные традиции у народа, они выработалась именно своя такая, свой образ жизни этого народа. Вот ближе уже к развалу, так скажем, Советского Союза, где-то в 1989 году на территории Кыргызстана начало возрождаться семиреченское казачество со станицы Беловодской. Это было начало, одна из самых старых станиц. И вот потихоньку мы, так скажем, какими-то, может быть, мелкими шагами пытаемся возрождать данное казачество. Станица Это населенный пункт, в котором компактно проживает там определенное количество казаков, которые общаются вместе. Да, они не только коммуны. Сейчас очень тяжело сказать, что коммуна, потому что экономическая ситуация такая, что у людей разная работа, разные, все вот, тоже сказывается, это сильно сказывается. Если казаки раньше жили общинами, то есть они вместе работали, они вместе все, то и они, естественно, и более плотно общались, да, все у них было. Сейчас это тяжеловато достаточно сделать все, но мы стараемся восстанавливать именно традиции казачества. Можно, вот вы принесли к нам в студию очень много интересных вещей, которые я хотела бы осветить. Почему? Потому что действительно, более детально и подробно, чтобы узнать о традиции именно казачества, необходимо, наверное, знать все вот эти тонкости, потому что в каждой традиции есть свои нюансы. Вот, к примеру, да, вот это у нас что? Это казачий пояс кавказского образца, вот, с регалиями именно семиреченского казачьего войска. То есть вот по этим знакам знающие казаки могут определить, откуда казак. Вот. С какой станицы? Да, не с какой, а с какого войска. С какого войска. С какого войска казак. Вот тут, получается, символика идет у нас корона по центру, а вот по здесь бокам луна. Полумесяц. Полумесяц это потому что относится ближе сюда, к Азии, да? К Азии, потому что основное мусульманское население. Это одевается на пояс. Да. Это пояс казачий, если видели, такой простой пример. Такой пояс носил, скажем, Верещагин в «Белом солнце пустыни». Точно. Да. Это вот, где можно в кино увидеть, это вот достаточно часто встречающиеся вещи. Мне в картах повезет в любви. Это он же, да, пел? Замечательно. Вот очень интересно, да? И получается, можно делать их, вот различие между под золото и под серебро. Это просто различие самого изготовления. Да. Предпочтение самого казака. Да. Кому понравится, кто под золото делает, кто-то делает. Вот здесь у нас такой же он идет. Да, это точно такой же, только вот с золотыми регалиями. Все, точно такой же. Да, я вижу. Окей. Давайте дальше. Расскажите, пожалуйста, каким образом вот выбирают атамана или есаула? Есаул атаман это же... Нет, есаул это звание. Ага, есаул это, да. Вот поэтому я вас и пригласила, чтобы не было таких оплошностей. Вот как выбирают атамана, расскажет Николай. Давайте, давай послушаем. Добрый день, телезрители. Атамана, то есть в каждой станице, если это новообразованная станица, то туда назначается наказной атаман. То есть он назначается приказом. Либо войскового атамана, либо еще, то есть некоторых вышестоящих инстанций. И он имеет право, то есть в течение года он должен собрать круг. Круг это встреча всех казаков, не менее 75% из этой станицы должны присутствовать на кругу для того, чтобы он был легитимен. После чего, то есть ему дали распоряжение, он должен за этот год подготовить либо кандидатов, которые будут уже, либо он должен подготовить сам круг.
На круге выбирается Исаулец. Исаулец – это тот, который отвечает за проведение этого круга. Этот человек, который должен быть, который самый хорошо знает традиции и Уставы, устав, все кодексы. да, все кодексы и все остальное. Почему? Потому что он должен все сделать по уставу, не отходя от него. И он является как бы верховным председателем этого круга. Ему в помощники дают приставов, которые отвечают за покой, можно сказать, и безопасность круга проведения. И происходит, то есть бывают отчетные круги и бывают выборочные круги. На выборочном круге кандидаты выбираются из зала, то есть те казаки сами могут. То есть он не встает и говорит, я хочу быть атаманом? Нет, вот наоборот. Здесь звучит такое, что сам себя предъявить на эту должность ты не имеешь права. Только решение, то есть твоих товарищей могут выдвинуть тебя, чтобы ты как бы хотя бы уже на момент выбора вышел. Если ты сам кричишь, значит ты плохой казак. Все понятно. Казака должна украшать скромность. В некотором случае, да. То В этом случае. выдвигать себя на атаманство ты не имеешь права. То есть это полный запрет. Выдвигает окружение. Да. Они говорят, вот, к примеру, да, ну, возьмем, да, к примеру, мы хотим выбрать атаманом Сергея Борисовича. Да. То есть из-за вас вот Да, решение. то есть на кругу казаки встают и предлагают своего кандидата, так скажем. Он выходит и садится на отдельное место. Вот. Что-то похоже на партию. Да, Как что-то партия похоже. и выдвижение. Да. Все. Ну, я просто сравниваю для более Здесь доступного языка. происходит, то есть кроме партии у нас на кругах всегда должен присутствовать священник и совет стариков. То есть круг начинается с молитвы и заканчивается с молитвы. После чего, то есть когда вот кандидатов выбрали, их должно быть не менее 3, то есть все могут выдвигать свои кандидатуры, своих друзей, своих знакомых. То есть на кругу есть такая еще очень важная традиция. Мы хоть и воины, но когда происходил круг, вне зависимости от чина и должности, каждый казак имел право высказать лично свою точку зрения. То есть за либо против? Нет, не за, то есть он мог сказать все, что он хотел. Какие допущения, недопущения, что ему там не понравилось во время этого. До этого-то все было в приказном порядке. И только на... Ну да. И только никакой демократии. Никакой демократии. Демократия, вот именно выбор атамана, и право высказаться любому, хоть рядовому, хоть без разницы кому. Единственное, здесь тоже есть некоторые оговорки. Если он попытается соврать, слукавить или лжесвидетельствовать против кого-то, он автоматически загремит на лавку прямо на круге. То есть Что значит загремит на лавку? Он просто его положит на лавку и выпарят нагайкой. А нагайка это очевидно вот тот это самый. вот этот вот аргумент за то, чтобы такого больше не происходило. Какого все строго. Ну, наверное, за счет сейчас... этой строгости и держится до сих пор ваша Порядок традиция. всегда держится за счет строгости. Правильно, дисциплина, она всегда как рамка для картины. Да, и причем при всем при этом, когда казак встает с лавки, есть неприемлемая фраза, которую он должен произнести. То есть «спасибо за науку». Вау, вот это действительно традиция. То есть он не должен обижаться, он должен встать и сказать спасибо, что ему разум. Он должен понять, осознать, что он виноват, да, его наказали именно за вину его. Просто так никого не наказывают. Поэтому и также в традициях, когда выбирается уже сам атаман, он получает 3 удара нагайкой, чтобы знать, как тяжело. Чтобы атаман знал, что такое наказывать. Ничего себе. То есть, когда вас выбрали, Сергей Борисович, вас тоже 3 раза отпороли? Да. Это было больно? Или порят как? Ну, для Всё галочки зависит. Или прямо вот, Выходит чтобы по-настоящему? старейшина, По-взрослому. и все зависит от того, какое у него настроение. Если у него хорошее настроение, то не больно. Если он считает, что нужно преподать урок именно. Ага, то есть да, это делается... решение принимает старейшина. Да. То есть он посмотрел на вас, да, и сказал, вот как с вами было? Да. Ну, со мной От души? Или сказали?
Ну, не очень Средний. больно, да. Да, так. средний. Ну, Ну, или у голос вас оставим. очень сильно повышенный болевой порог. Для остраски больше сказать. Да, вот знай, да, Да. наперед. Замечательно. Здесь просто атаман должен прочувствовать боль, Пропустить через призму своего сознания, Да, мои да, любимые да. высказывания. поэтому... Ну, и там, конечно, если сейчас мы будем укореняться в Да, круг, это будет надолго. надолго. Хорошо, давайте Сам- теперь вот, да, к самым таким изюминкам. То есть выбрали нескольких кандидатов. Мгм. Все. И его, то есть разворачивают спиной к залу, чтобы он не видел, кто голосует за него, кто не голосует за него, для того, чтобы потом не было никаких вопросов, а вот ты про меня не заголосовал. Нет. И начинается голосование. Пристава просчитывают голоса, количество голосов первого кандидата, второго, третьего. И все. То есть после того, как уже большинством голосов выбран был атаман, начинается именно, как сказать, уже там и у нас есть присяга атамана, которую он дает, там тоже очень много традиций, начиная с того, что в доказательство того, что... Давайте вот, не отходя от присяги, я так понимаю, что это ваша Библия. Да, это Евангелие, Да, Святое потому Писание. что вот здесь я вижу знак православности. Можно, да? Да. Да, да. И вот здесь, очевидно, я вижу заплаточку, и вот здесь идет та самая присяга. Нет, присяга у нас... Это у нас... Присягу мы читаем отдельно. Ага. А Это у нас... Евангелие, Святое Писание, на котором, положа руку на которое, мы даем Клянетесь. присягу и клянемся Служить верой и правдой. Да. Ага. Замечательно. А присяга у нас дается... Присяга у нас, вот есть здесь вариант. Это присяга казака. Да, присяга казака, которая... И есть также здесь у нас Кодекс чести. чести казака, да, Так, который каждый казак обязуется соблюдать. То есть в присяге вы, получается, я прозачту, да, если позволите, я, казак Семиреченского казачьего войска, перед всемогущим Господом, перед святым Его Евангелием и животворящим Его крестом присягаю на верность казачьему стягу, казачьим обычаям и традициям, клянусь служить верой и правдой Семиреченскому войсковому товариществу, отечеству и интересам казачества, не щадя живота своего, и все к славе их и процветанию. То есть у вас здесь присяга, она содержит вот эти исконно древнерусские слова. Почему мне и стало интересно? Я же не нарушу. Если же я нарушу присягу, все понятненько. И вот здесь кодекс. Пробежимся быстренько по кодексу, да? То есть это что-то, да, я поняла. Это как Да, честь заповеди, и да, это как заповедь, согласна. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. Казаки все равны в правах, помни, нет ни князя, ни раба, но все рабы Божии. То есть у вас все, вот все эти кодексы основаны на Библии. Да, все с православной верой связано, потому что казаки считаются воинами веры православной. Божьими. Да. Казак без веры это не казак, поэтому... По тебе судят обо всем казачестве и народе твоем. Служи верно народу, а не вождям. Держи слово казака дорого. Чти старших, уважай старость. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. Вот почему ваше действительно казачество до сих пор живо, потому что если действительно это передавалось из поколения в поколение, это оно просто гвоздем вбито в сознание каждого казака. Погибай, а товарища выручай. Вот здесь вот перед началом съемками, да, я говорила, что товарищ это еще и конь ваш. Исаул, что ж ты бросил коня, пел Газманов, помним. Будь трудолюбив, не бездействуй, береги семью свою, служи ей примером. Это вот 10 заповедей, Да. 10 кодекс, да, Да, ну и по-своему. кодекс. То есть вы даете присягу. Простите, я просто пока мы говорим, да, сразу останавливаемся на этих моментах, чтобы картина вырисовывалась красочная. Вы дали присягу, и дальше продолжаем. После того, как выбрали атамана, прошло тоже некоторые традиционные моменты. Все. Атаман сказал, что теперь я ваш отец, вы мои дети. И все остальные присягают на верность атаману. То есть
автоматически становимся, то есть мы сами его выбрали, и мы обязаны теперь подчиняться. Да, беспрекословно. Беспрекословно. То есть приблизительно, если сравнивать, то есть я должна проводить параллель, чтобы четко ощущалось у зрителей, да, разница вот между традициями. В принципе, разницы никакой нету. Если проводить параллель между казачеством и, к примеру, мусульманством, да, то в наши исконные древние времена, когда кыргызы все-таки от язычества отошли к мусульманству, был старейшина. И вот по такому же методу, когда вы рассказывали, у меня сразу вырисовалась картина в сознании, когда старейшину выбирают, и вот этот старейшин, мне понравилось то, что вы сказали, теперь я ваш отец, а вы мои дети. То есть это должно оглашаться атаманом, правильно? Обязательно. То же самое приблизительно у нас происходит и со старейшиной. То есть старейшин, он решает, кому жить, кто прав, кто виновен. То есть прав или нет, всегда, если идет спор между двумя людьми, то идут к старейшинам. Точно так же и у вас, то есть идут к атаману. Если, к примеру, два Есть казака спор, что-то не... Да, если поделили, что-то не поделили, идут решать к атаману, но также у казаков есть свой присуд. Что такое присуд? Суд чести Суд казака. чести казака, то есть выбираются уважаемые, скажем, казаки, которые поступают судьями, рассуждая спор между казаками. То есть все это внутри атаман, своего, и получается, как вот судьи, да? Да-да-да, это вот как судьи на обычном суде, да? Если не получается это рассудить быстро, то организуется вот такой. Если более сложный вопрос. Да. Хорошо. Дальше, получается, объявил, что я отец, вы мои дети. Что дальше происходит? Атаманы, все казаки подходят, поздравляют, то есть там тоже традиционные моменты. Расскажите, когда вот это передается атаману, я на него смотрю, и действительно, Знаешь, да, это у нас символ власти атамана, пернач. пернач. Да, он передается атаману Тоже на кругу. также на кругу при выборе атамана, когда атаман выбран, на него повешена шашка на атамана перевязан кушаком. То бишь это показывает о том, что он не только должен воевать, но и хозяйственной частью должен заниматься. Вот. И предыдущий атаман передает символ власти новому атаману. Так это Как часто происходит. избираются атаманы? По мере необходимости. То есть также вся станица может выразить ноту протеста, что ее атаман нынешний. А обычно сколько? Ну, в среднем. Ну, В если среднем у вот нас президент 5 лет, каждые 5 лет он должен переизбираться. У нас- Такого у вас, наверное, нет. Нет, у нас по уставу атаман выбирается первый. Выбор атамана производится на 3 года, а потом он переизбирается каждый год. Ага, то есть у вас каждый год идет Да, переизбрание атамана. То есть если атаман устраивает, его продлевают. Если Да. нет, то, соответственно, Да, идет если, смена. И опять же, выбор. атаман сам может взять Как долго отвод. вы у нас? Я стал атаманом год назад. Мгм. Вот. И пока. Пока атаман Да. стоял. Пока атаман. атаманствую. Хорошо, передается вот это, и еще что-то к этому прилагается? Вот передается вот эта нагайка. Ага, нагайка. Да. Что-то похожее на камчу, но не камча. Для чего это это нагайка? донская нагайка. Это тоже символ власти атамана. То есть, как бы, он может ей воспитать. Воспитательный, да? Да. То, что вы на себе испытали. Также передается икона. Это святой покровитель, значит, казачества. Георгий Победоносец, эта икона также находится у атамана, как и вот это Евангелие. Можно, да, глифы. Глифы на иконе указывают, да, что получается, это ангел, Это святой великомученик. святой великомученик. Как Да. зовут? Георгий Победоносец. Георгий Победоносец, он на лошади, поэтому это и взято, наверное, да, в основу Возможно, казачества. что да. Это И вот был- здесь змей, Он- которому протыкают. Он победил Он змея. победил змея, и поэтому... Понятненько, да. И вот здесь я вижу. Это один из святых воинов. Безумно обожаю вот эти именно рассматривать глифы на иконах, потому что основываясь на этих иконах выстраивается, да, то есть сзади указано, да, что тут получается ваша станица нарисована, грубо говоря, да, это вот храм здесь у нас есть,
это глифы, которые действительно несут в себе какой-то очень глубокий подсмысл, как и за облаками Да. всегда, да, есть высшие силы, которые ведут на праведный путь. Очень красиво, очень интересно. И, наверное, вот так вот рядышком можно будет это поставить. Так, выбрали, передали, и давайте вы сказали перед программой, я сказала, так вот она ты какая, да, шашка. Можно, да? Вот это шашка. То, что я, да, вот до сегодняшней программы думала, что это меч, и когда принесли, я думала, что все еще это меч. И только подготовилась к программе, я узнала, что это, оказывается, шашка, и действительно, так вот она ты какая, да, Америка, то есть шашка. Ой, как она открывается, Прям да? вот так берется. Ух ты ж. Еще перед программой мы, когда с вами обсуждали нашу сегодняшнюю тему, вы говорили, что казаки — это единственные воины, которые могут заходить в храм с оружием. Расскажите более детально, но уже для наших телезрителей. Просто получалось так в средние века, то что в основном набеги на казачьи селения делали во времена богослужений. И епархия, на тот момент московская, она приняла решение, что до этого все оружие хранилось перед входом в сам храм, оставлялся специальный казак, который должен был охранять это все оружие. Но пока набег совершались, и погибало очень много людей. Поэтому епархия, казаков, поэтому епархия сама решила, что казакам разрешено входить, потому что они все равно воины Божии, им разрешено входить в храм с оружием. Но, насколько я помню, и насколько правдива моя информация, всегда должно быть чуть-чуть приоткрыто оружие. Ну да, потому что я сама не смогла его вскрыть, поэтому попросила Сергея Борисовича Здесь, помочь. когда оно полностью закрыто, Оно прям его плотно. очень, то есть гораздо сложнее его достать для Сразу не удара, достанет. чтобы вооружиться. Поэтому, когда оно чуть-чуть приоткрыто, и доставать его намного легче и проще. Да, и защищать. И защищаться. Защищать. И поэтому было принято решение именно, что казаки могут входить в храм. Сейчас это, конечно, в этом необходимость отпала. Это было только традиционным вот в то время, когда были еще набеги. Теперь давайте вернемся то, что у нас у кыргызов называется камчой. Как оно у нас называется? Нагайка. Нагайка. Вы мне еще рассказывали и даже показывали пример, что нагайка, правильно, да, произношу? Нагайка под каждого казака делается индивидуально. Здесь получается так, что каждая нагайка, России желательно. она должна быть правильного размера. Потому что рост у всех людей разный, и руки у всех длинные. Длины тоже разные. Да. И поэтому нагайки плели, чтобы она именно была, ты мог на нее наступить на шлепок, но рукоять ты держал в конце. Для того, что не всегда была возможность сделать замах широкий. Иногда приходилось сделать замах от себя для того, чтобы нанести удар. То есть даже есть определенные, Традиции во всем. как взмахивать, да, как взмахивать. И еще вот, я посмотрела, вот это ваше, очевидно, да, Сергей Борисович, нагайка, и вы мне говорили про слово «заряженный». Мне тоже очень интересно стало. Заряженная нагайка, это когда вот здесь шлепок, свинцовая пуля. Ну, свинцовые были пули раньше. Такие. Конечно. Вот они тяжелые, достаточно крупные. Сюда вставлялась пуля. И вот в степи, допустим, даже на коне от волков, когда уходил, казак Это вот при получается, ловком ударе мог убить волка. вот получается, вот прям по голове свинцом. попадает. Ух ты, вот как все продумано. А? Скорость взмаха нагайки очень высокая, и за счет этого практически как выстрел из пистолета. Мы прошлись по все атрибутики казачества, а теперь к самому интересному. В это воскресенье, 22 мая, состоится мероприятие. Да, состоится 6-я уже по счету Зорница. Зорница. Да. Расскажите про это мероприятие, которое мы тоже осветим.
в нашей программе? Основная задача в воспитании кадет раньше, это было именно посвященное традициям, фланкировке, то есть это владение шашкой, нагайкой и физическая подготовка. Соревнований как таковых не было, потом появились именно шермицы. Это соревнования между казаками. Там также идут приглашенные гости. Также у нас еще есть IPC, то есть это правильное по международному по международным стандартам правильное обращение с оружием. Точнее сказать, безопасное владение оружием, чтобы каждый мог. Каким оружием, да, вы обучаете? То есть владение какого рода оружия? Сейчас в основном, не в основном, только пневматического оружия. Ну, шашками махать? Шашками Учитесь? тоже, Фланкировка, фланкировка, да. это все там и же вот это от себя все там к же. себе. А Всё это на обучается? зорнице мы покажем, то есть отдельно тоже это будет Да, это видеоролик, будет покажем. Здесь, к сожалению, это невозможно сейчас Ну, сделать. понятно. И вот были организованы, то есть казаки все равно разрознены. Сейчас у нас очень мало, так сказать, возможностей. У нас ареал, так сказать, нашего обитания от Каракола до Караболтов. И за счет этого начали совместные полевые выходы делать. Это еще более 4 лет назад первые полевые выходы, которые объединяются 2-3 станицы, и на их основе были по поводу выживания, то есть разведения огня, оказание первой медицинской помощи. И я к тому, как начиналась, зарождалась вообще зорница сама по себе. И молодежи это все так понравилось, потому что многие из них, они уже забыли, как можно разжечь костер. И, да, я сжигала очень много бумаги. Думала, что чем больше бумаги, тем быстрее разгорится костер, пока не поняла систему. Ну, это мне показал супруг, когда он начал разжигать печку в доме. Здесь в том так и получилось. То есть, во-первых, у нас сейчас очень много людей, которые живут в квартирах. Во-вторых, у нас очень много занятых обоих родителей, которые не могут посвятить время и хотя бы выехать куда-то там или погулять, показать. В черте города костер вообще вряд ли разожгешь, поэтому. Ну и вот, начинали с основ выживания и тоже делали это все для того, чтобы у нас дети разучились коммуникации между друг другом. Правильно. Это вот самое Вытащить сложное. ребенка из телефона. Вытащить ребенка из телефона — это полдела, а заставить его общаться с другим ребенком — это вторая половина. И за счет этого было. Знакомились между собой, общались. Развитие в социуме. Да, как индивидуума. Поэтому было принято решение такое, что наши все мероприятия, они будут не постанично, чтобы не кучковались между собой, а то есть выстраивались все в одну линию. Делятся, допустим, если там первые у нас начинались там 70 кадетов у нас было, и потом чуть-чуть спад пошел, потом это вот последний. Получается 70 казаков? Нет, кадеты. Это молодые молодые. ребята. Казак то это есть большие. это уже после 18. Ага, будет казак. Да, А до до 18 18 кадет. кадет. Ага, все понятно. И здесь получается так, то, что мы их делили, мы их перемешивали, строили ровно по росту, делили их на определенное количество команд. Допустим, когда 70 кадетов у нас было, мы поделили их на 7 команд, по 10 По человек. 10 человек. Они По принципу первый, второй рассчитали. Да. И получалось, Всё что Что с пора. разных станиц они в одну команду супер. собираются. И то есть- Всё, и они между собой взаимодействуют. Приходится это делать. Какие молодцы. Здесь они должны были выбрать, вот к чему было рассказано округе, они сами выбирают себе И походного вот атамана, среди кадетов Да. тоже они делают. выбирают того, То кому есть они это они будут быстро на подчиняться. месте делают. И И там, потом- конечно, традиционно таких больших действий не проводили, но то, чтобы они учились выбирать того, кому они будут подчиняться, это Ну, уже как- первые как посылы это начались. интересно. Этот атаман, которого выбрали, он отвечает за всех своих кадетов непосредственно, ему отдается приказ, но у него есть также право выбрать себе заместителя либо помощника. Ничего То есть себе, как это у вас. Вы он- уже обучаете вот этой иерархии, да? они Подчинение должны к это знать. старшему. Так же, Молодцы. как атаман имеет Вроде бы право, игра. Да. имеет право оставить себе предыдущую команду, либо абсолютно выбрать абсолютно Ну. других людей, потому что ему с ними работать. И за счет этого
они тут сразу, получается, они учатся между собой сотрудничать, они учатся работать в команде, потому что если они не умеют... Конечно. И также они учатся подчиняться приказам, потому что каждый хочет Шикарное победить. мероприятие, молодцы. И здесь это все еще складывается тем, что если атаман даст неправильный приказ, то команда проиграет, но подчиниться им все равно придется. То есть даже в таком моменте вот именно подчинение вы приучаете. То есть вы сами выбрали этого атамана, и если атаман допустил ошибку, как бы вы должны признать, потому что это ваш был выбор, вы его выбрали. Ваша ошибка тоже. Ваша ошибка тоже. То есть это получается единение. Да. Слушайте, замечательно. И вот на это это глубокий подсмысл есть в этих это играх. очень сильно продумывалось. Почему? Потому что и личного состава не особо много для того, чтобы проводить такие мероприятия. У всех работа, некоторые по воскресеньям работают, не все могут. А так получается, каждая ячейка, она отвечает, каждая маленькая станица, она полностью контролируется своим атаманом. Потому что также у них потом в подсчетах результатов будет засчитываться их дисциплина. Как часто проводите эти мероприятия? То есть определяются определенные даты, которые приурочены мы подбираем, к традиции? нет, мы не делаем определенные даты, мы выбираем более удобный день, это выходной день, как правило, чтобы могли приехать с других станиц, там дети, может быть, сами, ну, когда кто-то из родителей, кто-то из старших, конечно, все равно приезжает, потому что ответственное лицо должно быть. Вот. И мы стараемся, в прошлом году мы провели 4 игры. То есть за летний период. За год мы провели 4 игры. То есть каждый квартал, грубо, одна игра. Супер. Вот. Дай бог в этом году сделаем так же. Немножко припоздали, вот первая игра у нас только в мае сейчас получится. Но у нас есть и другие мероприятия, у нас не только зорница. Опять же, IPC стрельбы. То есть вы обучаете, к вам может прийти любой желающий родитель, посмотрел сегодня нашу программу, и говорит: а давай-ка, дорогой мой, вылазим из телефона, снимаем леггинсы и вперед. Возвращаемся в традиции, будешь учиться быть мужиком. Вот правильно, вот прямо так хочется сказать, будем тебя делать Что мужиком. касаемо зорницы, то есть в прошлом году мы получили некоторый негатив от кадетов касательно от того, вот я попал не в ту команду, поэтому мы проиграли. Поэтому в этом году, я чуть-чуть подправлю атамана, было принято решение провести 5 зорниц. 5 зорниц. Да. Но 2 из них в индивидуальном зачете. Что значит индивидуальный зачет? В индивидуальном зачете каждый кадет отвечает только за себя, и то есть он один сам проходит полосу препятствий. И после этого уже будет выбор, ну то есть будут выбираться лучшие. Это для того, чтобы им показать, что командно вы можете больше, чем по одному. Один в поле не воин, зато герой, да? Поэтому здесь все равно, как у нас же везде надо. Молодежь очень тяжелая сейчас, и надо вот, быть как рыба в воде. Как вы говорите, молодежь очень тяжелая. Вот я попал не в ту команду. Я бы ответила бы, я бы даже не заморачивалась, на вашем месте сказала бы, плохому танцору жмут тапки. Вот, поэтому, да, согласна с вами, нынче молодежь, она слишком много все знает. Мы, конечно, тоже были подростками, мы тоже знали больше, чем наши родители, но у нас вот как-то в голове все равно, да, вот проводя параллель между нынешней молодежью и вспоминая себя в этом же возрасте, слово родителей был закон, слово старейших и старших было, ну вот, беспрекословно выполнялось, нравится тебе, не нравится, давай, моя красавица, да. Вот, поэтому, да, нынешнюю молодежь перевоспитать будет сложно, но я думаю, из года в год, как говорится, вода камень точит. Вы знаете, я думаю, что, вот... может быть, в этом году вы просто донесете, что вот индивидуально, ты один, ты-то молодец, оказывается, тапки-то тебе жмут, а не команда. Здесь так и получилось. То есть сейчас им тоже интересно. То есть каждый хочет же в личном зачете показать, чего он стоит. Поэтому мы будем продолжать эту традицию также и в индивидуальном зачете. Но они сами теперь хотят. То есть мы за 3 года того, что начались полевые выходы, мы добились то, что у нас сейчас шикарная дисциплина. То есть 94 кадета, которые были на предыдущей зорнице, никаких там, если их построили, они стоят. Причем при всем при этом мы сотрудничаем сейчас со всеми, стараемся сотрудничать и военно-патриотическими клубами. И какие клубы у нас есть? Хоть от вас, может, мы услышим, потому что
Я даже и не знала, что у нас есть такие военно-патриотические клубы, куда можно отдать своего ребенка. Я понимаю, что попасть к вам, стать кадетом, необходимо, вот главное условие, Да, это быть православной веры, да. А, к примеру, вот посмотрели программу, да, и У нас, хочу своего сына отправить, говорит там девушка, например. В республике достаточно много патриотических, различных военно-патриотических клубов. Такой клуб, как «Родина», он существует очень давно. Воины-ветераны Афганистана ведут там занятия, там такие очень серьезные люди, хорошие офицеры. Вот. Есть такой клуб, есть клуб «Каскад». Да, есть «Каскад». Это Сергей Владимирович. Он непосредственно занимается. У них больше тактическая подготовка, физическая подготовка, рукопашный бой. Вау. Есть «Каскад-2», они немножко попроще. То есть они там помладше детки. У них все то же И самое. туда берутся тоже православные? Нет, или нет, туда- нет, берутся абсолютно во все военно-патриотические клубы, то есть каждый Не имеет родитель значения может открыть какой-то интернет, да, национальности. забить туда военно-патриотический клуб, вылетит И, к информация. примеру, то есть получая, да, пропуская через призму своего сознания, как родитель, посмотрев программу, принимаю решение, я решила отдать своего сына в один из этих патриотических клубов, и эти патриотические клубы могут вместе с вами устраивать совместные игры. Они Мы устраивают и стараемся. свои игры. И свои, и с вами. То И есть с вы нами. Мы рисуете. стараемся взаимодействовать. Чем больше и чаще народу мы будем собирать, тем лучше. Чем больше Конечно, люди это будут общаться единение. между собой. Да. Это, и опять, это воспитание. Понимаете, здесь же и все влечет к тому, что каждый кадет непосредственно там, в каком он военно-патриотическом клубе, либо член литературной молодежи, они же хотят между собой общаться. А сейчас очень большие пределы. Да, дети, к сожалению, они не умеют взаимодействовать. И слушая вас, вот пробежала прям такая мысля в голове у меня, что оказывается, вот если каждая из вот этих клубов или ваше казачество, да, будет заниматься воспитанием. Ладно, мы упустили молодежь 2000-х, да, стоят там на перекрестке в леггинсах, да, мальчики с длинными волосами, что не различишь, мальчик это или девочка. Это я просто рассказываю, вчера ехала по городу и была очень сильно вместе с водителем удивлена, потому что думали, стоит девушка, а разворачивается там мальчик, причем фигура девочки. Вот. По крайней мере, не будет упущена вот эта молодежь, которую вы успели зацепить. То есть воспитательные работы нужны. Действительно, надо кричать и бить в колокола, потому что творится нынче с нашей молодежью. И я не говорю про девочек. Девочки это другое, это вообще другая тема. Я говорю про мужчин. Понимаете, здесь объятное тоже невозможно. Во-первых, у нас финансирование, то есть мы... Это на добровольной основе, так скажем. Мы По крайней мере, если сами каждый этим родитель занимаемся. задумается, а что происходит с моим сыном, я лучше отдам его в казачество. Если он Здесь- православный, либо этот. Пусть лучше бегает, как мы, да, казаки-разбойники играют, там, палку взял, все, это пистолет, да. Здесь оружие. у нас, видите, мы проводим зорницу, мы себе ничего не берем. Но нам приходится брать с кадета по 100 сомов только из-за того, что это материальная база. Ну, понятно, И плюс к расходы. этому им же нужно чего-то подарить, если они победили. Ну да, понимаете? сделать Вот, подарки нужно. Конечно, надо мотивировать Да, ребенка, чтобы- поэтому... Возраст ваших кадетов от и до. Кадеты, если он, можно сказать так, родовой казак, Мгм. то он с младенчества кадец. О, То есть он как ничего себе, родился... даже есть родовые у вас. Ну, то есть Да. те, которые То потомственные есть казаки, ваши предки, сыновья Наши дети, уже... да. они кадеты по А умолчанию. девочки? Девочки тоже Могут кадеты, могут быть кадетами, Мгм. могут быть до 18 лет. А дальше, если они хотят заниматься с кадетством, с молодежью, они могут это делать. У нас есть, допустим, вот наши жены, да, казачки, у них есть свой такой клуб. Тоже коммуна с вами? Да, они там, у них свои какие-то занятия, там общение свое. Молодцы. Вот. Мгм. Казак не может лезть в дела казачек, кстати. Мгм.
О, ничего У нас себе. стоит У них, комната, да, у них, если у них какие-то свои дела, казак не может туда лезть. Вот, если только по просьбе казачек, атаман может там что-то вот как-то Как-то или да. подсоветовать, там, помочь, ну, и так далее. Ну, вообще, то есть у вас этот, получается, Ватикан в Риме. Казачки — Наверно, это тот да. самый Ватикан, а вы тот самый Рим, который охраняет вот этот Ватикан по наружности. Вообще замечательно, очень интересная традиция. И теперь к самому интересному, как попасть к вам в станицу, какие условия, где вас найти, как к вам прийти, ну и, может быть, есть что-то еще новое, что вы хотели бы Ну, осветить и рассказать? Найти за нас, в принципе, просто можно. Люди верующие, православные, веруют. По Храм. воскресеньям, да, в храме. храме. Всегда в Кто-то храмах есть из присутствуют казаков. казаки. Всегда Ну, можно замечательно. В подойти, любом обойти. храме. Практически Во везде. всех. Да, у нас Сколько станиц у нас по Кыргызстану, по Чуйской области? по Чуйской области у нас около 16 А по станиц. Кыргызстану? По Кыргызстану больше. Я но сейчас не То есть скажу. в южных регионах тоже есть станицы? Нет, В В нет, южных Адыгее? регионах нет, нет нет. станиц, но есть на Иссыкуле. Мгм. Иссыкуль, Каракольская станица есть, то есть там Мгм. тоже Нарын, Ош, Нет, Джалабад, к в сожалению, тех нет. в Вот тех в нет. основном только северная Да, часть Семиречье это затронута. вот северный Ага, всё, я Кыргызстан поняла, и Семиречье. южный Казахстан, это вот Семиречье. Семиречье. Все, я поняла. Все, теперь, да, от слова семь рек, как вы говорили. Хорошо. А в любом храме, далее, есть ли что-то новое, что бы вы хотели рассказать, может быть, касательно вот этого мероприятия, которое вот состоится? Зорница будет вот 22 мая. Мгм. Из основных мы сейчас начинаем, вот тоже будем пробовать. Есть человек, который занимается стрельбой из лука, он возрождает именно киргизские Ух традиции. ты, Да, какая он прелесть. там же будет тоже, его дисциплина. Дротиками? Нет, лук прям Лук, да? настоящий, они будут А стрелять. дротиком не обучаетесь? Еще пока мы с ними только начинаем Мы начинаем с сотрудничать, ними да. работать, да. То Так. есть владение холодным И лук оружием. учить будете делать? Нет, Ну, со пока временем только стрелять. Блин. обхватить все, Да, пока, к нет, сожалению, нет. не получится. Ну, Но- попробовать можно. Да, вот мы и однако ж. пробуем. Молодцы. Поэтому также прибудет литературная молодежь, также Что значит литературная молодежь? Они Есть приходят, молодежное читают? движение, да, это Книги. вот, да, они вот, мы с ними стали Не вот сотрудничать. так, а прям вот так. Да, 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 прям мы тут, когда приезжал огонь. Привозили перед Днем Победы 7 мая, привозили частичку огня с могилы неизвестного солдата из Москвы. Какая прелесть. Вот, и здесь у нас в городе, в парке Победы, Мгм. значит, эту частичку огня раздавали. То есть это и военные части Мгм. Кыргызстана, и общественные организации. Мы также присутствовали, тоже получили Как привезли частичку этот огня. огонь? В лампаде, в лампе специально. Специальной лампаде, Да. и потом вы со своей лампадой Да, брали подходили и зажигали от нее, Господи, аж зажигали прям огонь. мурашки. И 9 мая вот у нас в Новопокровке был митинг, реквием, так сказать, Мгм. в память. Наши хлопцы изготовили звезду металлическую, подключили к ней газ, и мы от лампады вот это зажгли вечный огонь. Какая прелесть, 9 аж мая мурашки потекли. Какие вы большие молодцы. До этого мы 1 мая совершили с кадетами восхождение Я видела, да. да, на Комсомолец. пик Комсомола. Комсомола. Да. Всего туда казаки и кадеты донесли знамя победы. Копию знамени Победы принесли. Также там сфотографировались на вершине со знаменем победы в честь 70 годовщины 77-й Великой Победы. Какие вы молодцы. И у нас вот в Новопокровке существует 2 памятника ветеранам, воинам Великой Отечественной войны. Мы после митинга просто собрались с кадетами и с этим знаменем, которое поднимали на гору, мы прошли через наше село от памятника до памятника, только сделать такой маленький свой бессмертный полк. Какая прелесть. Ну вот, это тоже для молодежи это нужно. Это действительно И не только для молодежи, но это нужно для всех. для каждого. То есть вот высказывание «мы помним», оно несет настолько глубокий смысл, что
то, что вы несете, это действительно вы не даете забыть. То есть вот это слово «мы помним», оно должно, мне кажется, остаться в сознании у каждого. То есть это действительно важно не только для молодежи, чтобы они... Вот молодежь, они знают, а вот ваше поколение помнит. И вот это помнит, донести до знаю, это действительно очень большой, трудоемкий путь, в котором действительно Всевышние силы, даст Бог, они помогут. И именно вот благодаря вам в нашей стране, потому что нету бывшего Советского Союза, его никогда не было. То есть всякая страна, всякая республика, которая говорит на русском языке, которая участвовала в тех событиях 41-45 годов, мы действительно помним. И хотелось бы, чтобы наша молодежь знала об этом. И со временем, когда они дойдут до нашего возраста, они помнят и передавать следом знания. То есть вот это действительно такая эстафета от помни до знания, она очень несет в себе глубокий, именно философский смысл, который и воспитывает именно тот самый стержень в человеке, в том, что было сделано во благо того, что мы сейчас живем под чистым небом, над нами облака и солнце, и нету летающих вражеских самолетов. Поэтому, наверное, уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в программе «Мой Кыргызстан» был Есаул атаман станицы Новопокровка, Гонохов Сергей Борисович, а также старшина по кадетам казачества Семиречья Шалаев Николай. Сегодня мы затронули одну очень интересную тему, которая, я надеюсь, каждый просмотревший проведет ту самую тонкую нить и параллель в сказанных, в рассказанном, что хранить традиции, передавать из поколения в поколение, участвовать в развитии традиции, это же в наших руках. Это же не так тяжело пойти и отдать своего ребенка, чтобы он поучаствовал в этом мероприятии, зато вы воспитаете и возложите в этом ребенке именно тот стержень. И став старше, вы не будете переживать, что этот ребенок может уйти в не ту компанию, которая заведет его не в те пути. Ведь мы, родители, все переживаем о будущем своих детей. Каждый ребенок для нас чудо-чадо. У каждого свой ребенок. У киргизов есть такая шикарная пословица «Карабиле баласына аппамдей», да, то есть переводя на русский язык, даже ворона называет своего вороненка беленьким, да, белый пушистый. Поэтому, если вам действительно важно будущее вашего ребенка, если вы хотите, чтобы у ребенка был стержень, вам надо обращаться в такие клубы, в такие казачества. Если вы православный, вперед, прям вот сейчас взяли ребенка в охапку и в первый же храм найти казака и отдать ребенка, потому что вот это помогло нам выстоять 41-45 году, и это поможет нам выстоять то веяние Запада, которое идет вирусом, страшнее ковида, страшнее омикрона и всех подобных вирусов, оно заражает наших детей, оно заражает именно наших мужчин. К сожалению, мужчины становятся женоподобными, и пора уже кричать «караул!». И я понимаю, что в беге вот этих красивых бегов мы работаем, мы можем упустить моменты, да, воспитательных работ, упустить, с кем общается наш сын, к примеру, да, но я думаю, что не будет лишним, если из года в год, как было сказано, то есть 3 года назад были какие-то сопротивления, но вот сейчас вы сказали, Николай, что идет дисциплина. Мы должны продолжить вот это передавать от сегодняшнего дня, да, 2022 года, чтобы через 20 лет кто-нибудь говорил и действительно вот это помню, донес, да знаю. То есть сейчас наша задача, моя задача как журналиста донести от помню, вот помните вот это не дало победить нас, и это не даст победить наших детей вот этим вирусом Западом, веянием вот этой женоподобности и стирания грани, что мужчина, он действительно муж, он должен быть мужественным. И выходя замуж, хотелось бы чувствовать действительно, что за мужем ты как за стеной, а не так, чтобы, знаете, стоите на перекрестке, а тут смотрит и думает, кто же из вас жена, кто же из вас муж. Да, это такой черный юмор, это ирония моя,
Но я думаю, что только через юмор и только через игры мы сможем достучаться до каждого гражданина нашей страны. Это мой Кыргызстан, это ваш Кыргызстан. И только в наших руках развитие и благоприятное будущее наших детей. Ведь наши дети – это и есть наше будущее. А вы задумайтесь в старости, кто вам откроет дверь? И если вы сейчас не задумаетесь об этом, то уже в старости тогда, как вы говорили, да, если атаман сделал неправильный выбор, вас тоже, как бы, да, вы проиграете, но вы должны согласиться. И только сейчас, вспоминая, да, ваши слова, надо вот прям сказать, мы, это наш выбор сегодня, куда мы отдадим наших мужчин, наших маленьких мужчин, которые станут в будущем именно взрослыми, ответственными людьми. И я бы вот на месте каждого из родителей, будучи сама родителем сына, я буду просто просвещать своего ребенка, именно сохранять и помнить эти традиции. Всем нам мирного неба, добра, счастья, любви и самое главное, уважаемые родители, никогда не забывайте, кем станет завтра ваш ребенок, зависит от выбора сегодня. До новых встреч. Начало игры «Зорница». После встречи все собираются на месте сбора, построения. Идет расчет количества человек, участников игры. И потом они пешим маршем выдвигаются непосредственно к месту проведения игры. Пеший марш порядка 2 километров. Вот данные, сейчас увидите, кадеты проходят, они идут вдоль реки. И по приходу на место проведения игры будут разбиты на команды. Вы сейчас рассчитаетесь на первый десятый, после чего вы выбираете себе походного атамана, ну, либо командира отделения. Как называть? Ваше право. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Одно из первых у нас испытаний – это бег на 750-800 метров. То есть по команде они стартуют, и уже там на финише их ждет новое испытание. Но сейчас вот они у нас уже добегают, и следующим этапом у них будет уже лабиринт. Они будут преодолевать, им нужно преодолеть лабиринт, поэтому здесь у них идет переправа, им нужно аккуратно, не задев флажки, пробежать до конца. Если задевают флажки, это уже штраф, отражается на время. Ну, дальше у нас идет дисциплина «Сломанный мост». Дальше у нас идет преодоление подземного перехода. Там расстояние примерно где-то сантиметров, высота сантиметров 70. Они там в полный рост бегать не могут. Поэтому не так все быстро и аккуратно. Здесь у нас метание гранат на точность. Они должны попасть в окоп. Метают по одной гранате, потому что тоже все происходит на время. Здесь у нас колючая проволока. Им нужно проползти и не задев ни одной нитки. Если сработает колокольчик, как сейчас, то это уже штраф. Они ползут один за одним. Если первый застрянет, то застрянет вся команда. Ну, со штрафами, но прошли. Поразить первую, третью и шестую мишени. Я здесь выполняю роль корректировщика. Они должны поразить именно те мишени, которые были сказаны. Предохранитель. Огонь разрешен. Первая. Дальше. Третья. И шестая. На предохранитель. Здесь у нас полная безопасность, то есть мы всегда очень корректно относимся к оружию, поэтому всегда есть инструктаж, всегда есть зона безопасности
Для того, чтобы никто, не дай бог, не попал из кадетов и из детей в поле поражения, потому что хоть оружие и не настоящее, но попадание пластиковой пульки в шею или в глаз может нанести немало вреда для организма ребенка. Здесь у нас идет владение нагайкой, это традиционная казачья, можно так сказать, камча. Им нужно поразить все бутылки, которые повешены. Остановить кровотечение. Кровотечение у вас левая нога. Тоже левая? А, не, правая. Правая. Смотрите. Не-не-не, вы смотрите, где кровотечение идет. Ниже. Все вижу. Давай. Как можно туже? Тима. Поясницу вон там вот держи, я голову уже держу. Поздравляю вас с завершением второго этапа зорницы в этом году. Она у нас уже 6-я по счету. Надеюсь, даже небольшие проблемы с погодой вас не огорчили. Все молодцы, самоотверженно сражались, самоотверженно проявили свой дух. Поэтому все молодцы. К сожалению, с погодой сегодня не очень, поэтому будем очень коротки. 3-е место с результатом 29 минут заняла команда «Пантеры». Выйти из строя. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Это все, что у вас было? Да. Нет, не все, что половина А где уехала. остальные? Половина уехала. Это Саманта? Да. То есть 7 штук передаем сейчас. Так. С результатом 26 минут 30 секунд 2-е место заняла команда «Бригада». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, каждому из вас тактический браслет с компасом, веревкой, ножиком для выживания. Люба! И наши победители сегодня с результатом 20 минут. Лучший результат – это люди в черном. Вам браслеты тактические, вот такие, с фонариками, с системой СОС, с ножами. Маленькие. Они маленькие. Здесь вот так вот включается. Проверим. Служу Казачество, отечество и вере православной. Надо проверить, еще по-моему, работает. Ну и подытожив, подарки были предоставлены администрацией кафе «Финик». Она проспонсировала покупку подарками, поэтому... Так, надеюсь, всем все понравилось? Готовимся к следующей зорнице. Все. Так, я еще хотел бы сказать, у нас сегодня участвовало молодежное крыло от Россотрудничества, и хотелось бы их отдельно наградить атаманской грамотой. Наверное, все или как? Или представитель только выйдет? Стелла, наверное, только выйдет. Молодежное крыло, где вы у нас? Выйдите, покажитесь. Красивые, счастливые. Выходите все. Поздравляем вас. Вы в первый раз сегодня участвовали. Вы молодцы. Несмотря на такую погоду, вы все-таки действительно держались. То есть прошли весь этап. Надеюсь, что вы все-таки в дальнейшем будете постоянно принимать участие в наших мероприятиях. Еще раз поздравляем. Спасибо. Все, молодцы. Господа кадеты, второй этап закончился на этом. Еще раз огромное спасибо всем. Несмотря на погоду, вы все-таки приняли участие. Те, кто приехал далеко, тоже отдельное спасибо, потому что вы постоянно принимаете участие в наших мероприятиях. Это Люба. Еще кто-то что-то будет говорить? Говори, Сергей. Всем молодцы, всем Люба. С каждой зорницей ваша дисциплина и ваш физический уровень растет. Поэтому стремимся к лучшему. Тем, кто победил, отдельное, троекратное. Люба! 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 Вольно?
Thank